Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. 26 лет прошло со дня начала мартовского наступления по освобождению Сухума, которое, по признанию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, считается самым тяжелым за всю историю войны. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести. Участники военной операции считают, что она не удалась, потому что у абхазской армии к тому времени еще не было достаточных навыков и опыта для проникновения через оборону противника. Мемориальные доски 5 бойцам батальона «Шаратын», погибшим в мартовском наступлении, открыли на Гумистинском мосту в пятницу 15 марта. Руслану Шинкуба, Джамбулу Заранде, добровольцу из Сирии Гасану Джаркасу и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ашгириеву и Валерию Берхамову. На открытие мемориальных досок пришли бойцы батальона «Шаратын». Во время мартовского наступления «Шаратын» шел со стороны Верхней Эшеры. Всего бойцов в батальоне было до 300 человек, но оружием и боеприпасами они были обеспечены лишь на 25%. Остальные шли в надежде, что достанут оружие в бою. В мартовском наступлении и погибли 5 бойцов батальона, которыми открыли мемориальные доски у реки Гумиста. К другим темам. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграта Хутаба и главу Национального олимпийского комитета Абхазии Валерия Ашба по итогам их визита в Сирийскую Арабскую Республику, где был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Абхазии и Олимпийским комитетом Сирии. Президент высоко оценил значение данного события для государства. Те соглашения, которые были подписаны на тот период, когда мы представляли Абхазию и были в Сирийской Арабской Республике, важны для нас. Их нужно наполнять содержательной частью. Это касается не только политики и экономики, это касается всех направлений жизнедеятельности государства. И спорт – одно из важных направлений. Чтобы было здоровое общество, была бы возможность растить молодое поколение совершенно другое, чем иногда, к сожалению, бывает то, что подписано такое соглашение между олимпийскими комитетами Сирии и Абхазии. Это важная составляющая деятельности нашего государства. И считаю, что те возможности, которые есть у нас, дают основание говорить, что нам следует еще более активно работать на различных направлениях по остальным государствам, которые нас признали. Баграт Хутаба рассказал главе государства об основных сферах сотрудничества, предусмотренных подписанным документом. Ваше поручение по взаимодействию Сирийской Арабской Республики в сфере спорта, в сфере олимпийского движения в полном объеме было выполнено. А именно подписание меморандума о сотрудничестве с Олимпийским комитетом Сирии между Национальным олимпийским комитетом Республики Абхазия. Это обмен опытом, это проведение совместных спортивных мероприятий между спортсменами Сирийской Арабской Республики, также нашими спортсменами, проведение международных матчевых встреч, предоставление спортивных сооружений для проведения тех или иных мероприятий как на территории Сирийской Арабской Республики, так и на территории Абхазии. То есть в целом спортивные сооружения предоставляют для занятий на месяц, на 2, на 3 и так далее. То есть и гостиничный комплекс, и с питанием, все необходимое для занятия физической культурой и спортом. Это, конечно, для нас большое значение имеет. И плюс ко всему хочу обозначить, что одного из спортсменов Абхазии включили в заявку на участие в чемпионате мира, который будет проходить в Казахстане. Это будет в сентябре месяце. И в конце апреля на чемпионате Азии, который будет проходить в Китае.
Делегация Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края во главе с муфтием Аскарбием Кардановым находится в нашей республике. О встречах в Абхазии и цели визита расскажет Гугуца Варданя. Делегация Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края не впервые посещает Абхазию. В этот раз визит делегации совпал с памятными мероприятиями, посвященными мартовскому наступлению. В первую очередь гости посетили мемориальный комплекс в селе Нижняя Ишера, где похоронен первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Члены Думы Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края провели здесь совместный молебен. Затем делегация направилась в Парк Славы, чтобы отдать дань памяти воинам, героически погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Муфти Абхазии Тимур Дзыба отметил, что с адыгами нас связывает кровное, культурное и религиозное братство. Цель визита наших братьев-адыгов, наших мусульман с Адыгеей – это восстановить те утраченные в прошлом контакты, которые были у нас налажены нашими предками в прошлые года, прошлые столетия. Потому что единственные близкие, самые близкие к нам народы Северного Кавказа – это наши братья-адыги, абазины, кабардинцы, черкесы. И мы должны те связи, которые были, исторически восстанавливать. У нас состоялась официальная встреча с президентом Республики Абхазия Хаджимба Раулем Джумковичем. Она прошла очень такой в теплой обстановке, братской обстановке. И на встрече в приветственном слове Рауль Джумкович подчеркнул, что еще раз подчеркнул, что те исторические связи, которые нас связывают с нашими братьями Северного Кавказа, в частности с адыгами, мы должны восстанавливать, сохранить, восстановить. Далее делегация мусульман из Адыгеи и Краснодарского края направилась в мечеть, где был совершен праздничный молебен. Муфти Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарби Карданов поблагодарил абхазскую сторону за теплый прием. Позвольте мне от имени Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, от себя лично, поприветствовать братскую Абхазскую республику и пожелать им мира и добра. Во-первых, хотел бы поблагодарить президента Рауля Джумковича за теплый прием, оказанный нами, нашей делегацией, пребывающей сегодня в Республике Абхазия. Кроме того, в рамках визита члены делегации из Адыгеи и Краснодарского края обсудили ряд вопросов о дальнейшем взаимодействии в религиозной, культурной и спортивной сферах с мусульманами Абхазии, чтобы сохранить все то, что укрепило бы узы братства между нашими народами, приумножить их и передать будущему поколению. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Презентация проекта по созданию особой экономической зоны Амра в Галском районе Абхазии состоялась в Сухуме. В обсуждении приняли участие экономисты, представители управляющей компании, ученые. Почему под свободную экономическую зону были выбраны именно земли Галского района? Каковы цели и перспективы проекта? Об этом в репортаже Алики Трапш. Указ о создании особой экономической зоны Амра в Галском районе был подписан президентом Раулем Хаджимба еще в 2016 году. Но пилотный проект по его реализации был представлен на обсуждение общественности только сейчас. Согласно проекту, 7123 гектара земли в Галском районе Абхазии передается в аренду компании «Растеко» на 49 лет. Следует отметить, что вся земля нецелевого использования. В основном это болотистая местность, которая непригодна для сельхозпроизводства. Наш проект именно нацелен на то, что потенциал и страна развивается так, как может сама. Мы как бы дополнительный источник, который можем потенциально привести. И переговоры, которые мы привели и проводим по всему миру уже много лет, как раз нас привели к уверенности в том, что это возможно, потому что на самом деле очень крупные транснациональные компании многих стран, я не буду сейчас их перечислять, да, с которыми мы ведем переговоры, и изъявили большую активность, потому что факторов интереса здесь, конечно, много. Та площадка, которую мы открываем сегодня, это только для того, чтобы сказать, что мы есть, мы готовы, мы открыты для всех, кто хочет прийти, работать на этой прекрасной территории. То есть территория огромная, потенциал очень интересный.
Почему под свободную экономическую зону были выбраны именно земли Галского района, объяснил заместитель руководителя администрации президента Атгур Лушба. На сегодняшний день это депрессивная зона, в которой практически никакой хозяйственной деятельности не присутствует. И наличие таковых земель, которые не задействованы в экономическом обороте, тоже были одним из тех факторов, которые повлияли на принятие этого решения. С целью той, что при реализации этого инвестпроекта депрессивный регион может стать одним из тех, который выйдет на другой экономический уровень. Есть еще и другие факторы, которые повлияли на принятие решения. Это, например, наличие трудовых ресурсов в Галском районе. Он достаточно населен по сравнению с другими нашими административно-территориальными образованиями. И совокупность тех или иных и еще нескольких, будем так говорить, сопутствующих факторов повлияли на принятие этого решения. Практика создания подобного рода свободных экономических зон широко применяется во многих странах мира. И главная цель проектов – стимулирование роста экономики, декларирование определенной территории в качестве международного экономического центра, обеспечение наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, туризм, международную торговлю, повышение социального благополучия населения. Что касается особой экономической зоны Амра, то здесь планируется организация мощного современного транспортно-логистического центра, основной частью которого должен стать морской порт. Экономика Абхазии переживает достаточно сложные времена, которые сопровождаются политическими, социальными, экономическими, демографическими сложностями. Поэтому одним из путей выхода из сложившейся ситуации мы видим в модернизации экономических подходов, использовании новых инструментов, в том числе за счет создания особых экономических зон. В чем преимущество? В первую очередь это, безусловно, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и рост занятости населения восточных районов Абхазии прежде всего, увеличение поступлений в бюджет, активизация внешнеэкономической деятельности, улучшение условий жизни населения региона. Участники встречи обсудили все «за» и «против» создания особых экономических зон на территории Абхазии. Безусловно, выгодное геополитическое расположение нашей страны, а именно близость к одной из крупнейших мировых держав и возможность использования морской транспортной логистики делает Абхазию привлекательной для зарубежных инвесторов. В то же время, как было отмечено за круглым столом, есть вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Создать условия, при которых и права инвесторов, и права государства будут защищены. Безусловно, особая экономическая зона сама по себе не является какой-то панацеей для того, чтобы привлекать инвестиции и более эффективно работать в части реализации государственной инвестиционной политики. Что здесь, конечно, даже несмотря на то, что проект реализуется частным образом, необходима скоординированная работа уполномоченных госструктур, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов и других органов. И, конечно, фактор обеспечения безопасности инвестиций, гарантий, которые мы должны предоставлять, и обеспечение физической безопасности, исходя из тех примеров, которые тоже мы сегодня вспоминали, имели место у нас на территории. В завершение хочу отметить, что, опять же, если те планы будут реализованы, конечно, это будет очень серьезная ситуация, очень серьезный проект, имеющий очень долгосрочные и хорошие последствия. Как отметили представители управляющей компании «Ростеко», это только первая встреча, на которой был обсужден пилотный проект. Генеральный план по созданию особой экономической зоны в Галском районе компания представит до конца текущего года. Кроме того, не позднее 1 января 2020 года компания должна приступить к благоустройству особой экономической зоны. И не позднее 1 января 2022 года приступить к строительству необходимой инфраструктуры. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Алексей Агухава. Абхазское телевидение. Более подробный репортаж с круглого стола смотрите в нашем эфире в субботу в передаче «События недели».
В Кабинете министров состоялось второе совещание рабочей группы по анализу хода реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Как сообщает пресс-служба правительства, представители управления капитального строительства республики доложили о результатах инспекционных поездок в районы. Рассказали о ходе строительства каждого объекта, входящего в план мероприятий инвестпрограммы 2017-2019 годов. Утверждение регламента по предварительным данным произойдет в рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Обсуждая проект инвестпрограммы на 2020-2022 годы, участники совещания определили приоритетными направления нового плана мероприятий восстановления энергосетей республики и развития автодорожных сетей. Так, согласно проекту будущей инвестпрограммы на капитальный ремонт и новое строительство энергетических сетей будет заложено свыше 1,5 миллиарда рублей. При этом сумма восстановления автодорожного покрытия по республике составит 1 миллиард рублей при объеме 200 километров покрытия. В инвестпрограмму на 2020-2022 годы войдут также некоторые инженерно-коммуникационные мероприятия, мероприятия по строительству социально значимых объектов. В завершении встречи участники обсудили возможность финансирования в 2019 году мероприятий по ликвидации угрозы распространения в Республике Абхазия коричнево-мраморного клопа. Между тем, в 3 районах Абхазии – Галском, Ткварчалском и Очимчирском – проходит механический сбор коричнево-мраморного клопа, который будет продолжаться до момента его выхода из спячки. В Очимчире общий сбор насекомого-вредителя начался в пятницу с полудня. Сельчане приезжали к администрации района с пакетами и мешками собранных клопов. Комиссия взвешивала каждый мешок, пакет или пластиковую емкость, а затем выплачивала по 1000 рублей за каждый килограмм насекомого. В прошлом году в Очимчирском районе было принято и утилизировано 860 килограммов насекомых. Как рассказал сотрудник администрации Очимчирского района Давид Ашуба, прием мраморного клопа планируется проводить каждые 10 дней. Сегодня мы начали прием и утилизацию сельскохозяйственного вредителя мраморного клопа. Представители Минсельхоза Абхазии приехали, занимаются, как говорится, приемом и на месте производят оплату. С сегодняшнего дня каждый 10-й день будем производить прием и утилизацию. В Кабинете министров под председательством первого вице-премьера Даура Аршба прошло второе заседание комиссии, созданной в целях осуществления проверки деятельности государственного учреждения Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазский государственный драматический театр имени Чанба. Участникам комиссии был представлен отчет руководства театра о проделанной работе и состоявшихся мероприятиях за прошедший год, анализ административно-правовых актов, изданных руководством учреждения культуры. Изучив документы, члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава театра, который регулировал бы характер деятельности и организационно-правовую форму театра. Члены комиссии высказали следующие рекомендации: разделение административных и творческих полномочий между директором и художественным руководителем театра, определение порядка учреждения художественного совета театра с учетом принципов обязательного включения в его состав художественного руководителя, режиссеров, представителей актерской труппы театра, возможность включения в его состав деятелей культуры и искусства Республики Абхазия. Председатель комиссии Даура Аршба порекомендовал руководству и коллективу театра решать сложившиеся административные проблемы в правовом поле и не допускать бесконтрольного управления. Один человек погиб в результате пожара в жилом частном доме по улице Введенского в Сухуме. Трагедия произошла 14 марта. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 59 минут. К приезду пожарных дом был практически полностью охвачен пламенем. По словам специалистов, мгновенному распространению огня способствовало то, что дом был старым. Его стены были сбиты из дранки. Пристройки к дому также были сооружены из легко воспламеняющихся материалов. Огонь тушили 2 пожарных расчета. Спасти удалось лишь пенсионерку, проживавшую на другой половине дома. Хозяин дома погиб до приезда пожарных.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка, посвященная 145-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы, историка и этнографа, фольклориста и лингвиста Дмитрия Иосифовича Гулия. Столетию выхода в свет первой абхазской газеты «Апсны», 45-летию литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия на выставке представлены не только фотографии, но и живописные портреты Гулия, как из коллекции музея, так и из Национальной галереи. Здесь есть материалы, которыми Гулия пользовался при жизни. Его рукописи – первое издание «Истории Абхазии» 1925 года. Примечательным является тот факт, что это первая за время существования музея большая выставка, посвященная Дмитрию Гулия, проводимая вне его стен. И она совпала с днем памяти сына патриарха Георгия Гулия. Когда выходишь на такую площадку, ты начинаешь думать о том, какой подбор материала будет интересен для публики. Мы отбирали самые такие значимые для нашей республики материалы, как первая азбука, как первая книга «История Абхазии» Дмитрия Иосифовича Гулия, которая выпущена была в 1925 году. Кстати, она была тут же изъята из продажи, потому что, как вы понимаете, было время, что история Абхазии она была невыгодна на тот период. Также были отобраны его первые книги, выпущены книга к столетию, которая была выпущена, репринт, это скороговорки и пословицы Дмитрия Гулия. Так у нас работ сегодня представлено фото-репродукции с фотографий 40. А работ наших художников, которые рисовали портреты Гулия, представлены 7 картин, 7 работ. В их число входит работа самого сына Георгия Гулия, портрет отца. Помимо фотовыставки и этих картин представлены материалы из наших фондов литературного музея. Тут редкие письма, переписка Дмитрия Гулия, личные его предметы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. Временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами в возвышенностях снег с дождем, возможен град. Температура воздуха ночью 5-10, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.